Грозит ли местным коровам вспышка оспы? Ветеринарная служба Ингушетии проводит осмотр скота в ГУПах региона. Поводом для внеплановых мероприятий стала эпидемия в Дагестане. Там 1000 животных сейчас на карантине. Все подробности в сюжете. Между Ингушетией и Дагестаном расстояние 300 километров. Но это не значит, что угрозу можно игнорировать, делится эпизоотолог Маргарита Арсамакова. Там зафиксирована вспышка оспы в нескольких фермерских хозяйствах. Особо опасная болезнь может протекать в легкой и тяжелой форме. Если в первом случае летальность 3%, то во второй может привести к гибели 50% скота. В связи с чем ветеринары проводят профилактические мероприятия. В ГУПе Алханчурская проверяют крупнорогатый скот. Вот видите, мы проверяем на нодулярный дерматит, они здоровые, нету никаких попрошек, ничего. Хотя ничего нет такого, они в основном все здоровые. Инфекция не выявлена, директор ГУПа Рустам Костоев может спокойно выдохнуть. Но это не значит, что в дальнейшем можно пренебречь плановыми проверками скота. С конца 2020 года по поручению главы республики в ГУПах расширяют поле деятельности. В хозяйствах с хорошими показателями сбора яровых и озимых культур вновь ставят акцент на животноводстве. Так Алханчурская закупила 100 голов крупного рогатого скота. Здесь следят за тем, чтобы избежать вспышки инфекции. Карантинада данное время процедуры örmek mahti hapох через 10 дней Разведение мелкого и крупного рогатого скота сейчас одна из основных задач в сельском хозяйстве, поставлена главой Ингушетии перед Минсельхозом региона. До середины 2021 года поручено приобрести порядка 5000 голов. Оспа и ящерь – одни из самых распространенных на сегодняшний день опасных заболеваний животных. Чтобы быть начеку перед угрозой, ветеринарные службы запланировали проверки. Чтобы не возникло этой болезни, необходимо вакцинировать своевременно животных. В основном сейчас вакцинируем с марта месяца, начинаем вакцинацию этой вакциной против оспы овец. И также и мелкий рогатый скот тоже вакцинируем этой же вакциной. И это помогает, и не было сейчас последние годы случаев возникновения этой болезни. В первую очередь задуматься о вакцинации и осмотре животных должны сами фермеры. А если вы обнаружили у скота признаки болезни, как покраснение на коже и слизистых, должны в срочном порядке обратиться к ветеринарному врачу за помощью. Далее Асканова, Адам Кулоев, Магомед Шаухалов. Новости 24.